Сегодня день Альфы. Сплошные Альфы. Раз Альфа, 2 Альфа. Залетай. Альфа. Серебристенькая. Тоже накладка есть. Сейчас обзорнем ее. Обзорнем. В общем, 3 года уже катается человек. Итак, антифриз проверили. Минус 50 залито. Что в этом контуре, что в том. Сейчас наша задача почистить ЕГР и посмотреть батареечку. Состояние батарейки. В общем, забыл продуть. Не знал, что тут так грязно. Сейчас будем выезжать, и я быстренько на улице продую. В общем, я недавно мыл у себя. У меня тоже грязно было. Закрывай капот. В общем, первым делом сейчас смотрим батарейку. Батарейку смотрим первым делом. Потому что всегда тема такая, то что если сейчас с батарейкой какие-то проблемы и нужны будут бабки на ремонт, то ЕГР подождет, короче. Первым делом надо деньги, короче, на батареи. Потому что они стоят прилично. Вот. Ну все, приступаю. Хозяин говорит, что уже проверяли. И там, говоришь, сколько? 2 штучки, да, какие-то под вопросом. Потому что я вот это вот увидел. Видите, как вандальским образом пломбу сорвали. Ну да ладно. Вот еще. Есть вот такие штучки. Такие штучки есть. Все, приступаем к снятию. Так, это есть. Не на месте стоит вот эта штучка. Не так поставили, да? А нет, здесь она здесь стоит. Я уже затупил. Ну так-то все чистенько. Вот, дети. Нравится тачка? Да, нравится. Вообще классная же, да? Мне тоже нравится Альфа. Большой салон. Что-то у тебя еще сверху какая-то ебалдень, смотри-ка. Монитор. А, мониторчик какой-то прикольный. Да ладно. Нифига, какой прям мониторчик бывает прикольный. И он как работает? С этим? Диски, да, Вместе с ним связывается. связывается. Прикиньте, ребята, какой маленький бывает. Прикольно, прикольно. Такой первый раз увидел. Вот такой вот гаджет четкий. Сейчас хозяин поснимает Аркадий Паровозова. Аркадий Паровозов. Так, сперва вскроем, посмотрим. Вот. Относительно все чистенько. Все чистенько, все красиво. Продую тихонечку. Так, теперь продуваем все пластиковые детали. Вентилятор. Видно аж на хлопе внутри. Угу. Пластиковые детали. Давай сзади меня. Чтоб видно было. Вот это видно, что было. Видишь? Ну, выйди, наверное. Что сбили, что какие.
Очередная батареечка на столе. Сейчас буду вскрывать. Подсоединюсь. Вскрою. Все. Ноутбук дублирование настроено. Подсоединимся. Так, смотрим, ребята. В общем, такая ситуация. Видите, какая зелень. Что там? Итак, смотрим дальше. Да. Тут что-то, по-моему... Ну, контакты, да, печальные, короче. Глянем состояние теперь батареи. Может, надо будет сейчас заниматься ремонтом батареи, пока не поздно. Пока ситуация не усугубилась, так скажем. Поснимаем маленечко. В общем, вот я достал с кассеты, да? Смотрите. Сильный, слабый. Слабый, то есть сильный, слабый. Слабый, сильный. Сильный, слабый. Сильный, слабый. Сильный, слабый. Сильный, слабый. Сильный, слабый. Короче, уже тут лазили, ребят. Вот. В общем, смотрим на циферки. Так, 81, какие-то цифры, блин, тоже. Каждый раз меняются цифры. 81, 82, 79, 80, 81. Тут должен быть 82. Ну-ка. Да, 82. Что за фигня? Давайте с самого начала посмотрим. 70, это значит 71. Да, это 72. Блин, а где тут что вообще? Где тут? 72. Тут 73, это 74. Ух ты, 75. 76. Нет, 68 уже. 60, это значит 69, это должен быть 70. Нет, 66. 67, 68. Нет. Короче, тут уже лазили, видите. Сейчас один плохой убираем. Тусуем, все четко будет. Вторым этапом, ребят, чистка EGR. Буду ковыряться. Ночная смена. Как я это делаю? В принципе, есть у меня ролик в ютубе 3-часовой. Можете его пройти на моем канале. Он там вот где-то внизу, вон там. Листайте так быстро увидите, где 3 часа. Это значит клапан EGR чистка. В общем, как-то так. Ладно, приступаю. Нужно жабо снять, короче, тут дофига делов. Так, дорогие друзья, в общем, очередной EGR снят. Уже до меня кто-то чистил и самый этот болтик выкрутил, короче. Видимо, уже знал то, что рано или поздно опять придется его чистить. Видите, я сюда свечу. Просвета не видать. Не видно просвета. А, вон что-то видно. Короче, вот такой он грязнючий, ребят. Сейчас я по своей методике буду его чистить. В общем, здесь опять вот шлак, шелуха вот это вот. И здесь вон клапан EGR. Пожалуйста. Раз. И вот тут прям вообще. Смотрите даже какой. Ну и еще у нас дроссельная заслонка грязненькая. В общем, сейчас это все буду чистить. Точнее, не буду чистить. Вот, короче, у меня уже есть чистый просвет. Вон, видите, вон свет в конце туннеля. Сейчас сразу вот это все поставлю. Потом это все буду делать. В общем, прокладка там обжатая. Поменяю прокладку. Поставлю вот этот коллектор чистый. Уже все тут почищено. Вот. Все каналы почищены. Осталось только датчики перекинуть и все. А тем займусь потом. Так, правило хорошего тона, ребят. Меняем прокладку тойотовская Genius Parts. Обязательно, потому что та обжатая уже. Вот. Так, клапан чистый внутри. Чистый. Здесь чистый. Тут просвет. Собираю все на место. Дроссель. Но на новый дроссель, на чистый дроссель не рекомендую старый воздушный фильтр. Поэтому воздушный фильтр все равно меняю. Ничего не знаю. Раз, как говорится, в замену, раз в чистый дроссель надо менять по-любому. Новый фильтр ставить. Даже если тут недавно
был помененный. Хотя я вижу то, что он уже чуть-чуть в пыли. Мне это не нравится. Прокладку поменял, датчики перекинул. Все, буду собирать. Итак, решил свечи посмотреть. Зазор, конечно, убежал уже. Огромный зазор. По идее бы их махнуть. Но так как они Денса, такое ощущение, как будто... Но точек нету, не заводские. Зазор убежал. По идее их поменять бы, блин. Не знаю. Ну, хозяин ничего не сказал. Сейчас глянем, какой зазор. Так, ну зазор тут 42. Убежал, конечно, зазор. Ну, короче, у меня не было задачи поменять ему свечи. Как посчитает нужным, поменяем. Немножко геморрой получился с этим, со вторым лобовым. Не смог загнать сюда под второе лобовое. Сейчас послушаем. Должно потарахтеть маленько. Все, никакого тарахтения нету. Что там? Нормально. Все чики-пуки. Чеки не горят, ничего не горят. Все? Но капитально был. Ну, видео посмотришь потом. Давай пока выгоняемся, потому что связи тут нету. Ну все, выпускаем Альфу. Четкий аппарат, конечно. Родные вот колеса с колпаками. Литье, прикрытое колпаками. Да, Альфа четкая тачка. Чё. Прям зачетная машина. Супер. Сейчас ЕГРчик почистили, вообще должна летать. Лететь должна. Так, опять пар у меня идет. Сегодня холодно на улице. Прям жестко холодно, ребятки. На улице вообще прям. Смотрите. Смотрите. Офигеть, это всего лишь мое дыхание. Просто мое дыхание, блин. Охренеть можно. На. Жесткий мороз. Ну а тут моя Альфа стоит. Альфа-самец. Ладно, буду переодеваться. Чуть-чуть инструмент уберу. Да буду переодеваться. Буду, кстати, резину продавать вот эту. Может, кому нужна, ребята, резина хорошая. Белшина. Ну так она четко держала, кстати. Вот. Ну, по дешману отдам, что. В любой регион отправлю. Может, у кого-то такой же рисунок есть. Белшина 2 колеса. 205 на 60, по-моему, да? Или что? Какой тут размер? 205 на 60 на 16. Ладно. Потом на Авито выложу. Да не, в принципе, она не дырявая, ничего, просто я комплект купил и все. В общем, сейчас убираю. Почему, вот у меня спросил хозяин, почему, говорит, я поменял прокладку. Смотрите, она обжата. Видите? Прям, как она, тупо коллектором, пластиком прилипнет к головке. Уже не будет обжима. Поэтому всегда вот такой вот момент должен быть, то что на замену, вот когда чистите ЕГР, надо обязательно менять, ребята. Вот это дело. Ну да, совсем забыл показать. Контакты какие-то странные у него контакты были. Смотрите, какой-то херней покрыты, блин. Он говорит, давал каким-то ребятам, электрикам, чтобы они сделали по красоте, блин. Вот они и навели вот такую красоту. Он даже в цинк, какой-то цинковый цвет. Серый цвет заимел.
Не знаю, что это такое. Если бы я знал, что это такое, я бы знал, что это такое. Чуть-чуть, по-моему, они там еще пытались вон пошкрябать. Короче, эти контакты я отдельно замочу. Потом буду из них пауэрбанки делать. Если бы на этом автомобиле, который я сейчас буду снимать, стояла бы вот такая корзина, то никаких проблем не было. Вот. Сейчас. Интересно. Интересный аппарат на самом деле. Гибрид. В общем, я сейчас пока поговорю, ребят. Короче, хозяин говорит... Миша, ты что-то обнаружил? Течь? Сальник побежали. Сальник какой? Коробки. А, ну-ка показывай. Уже он купил, да? Да. Он уже сам купил? Еле нашел. Еле нашел. Интересно, сколько они стоят? Не знаю. В общем, ну ладно, дай бог, что это сальные коробки, потому что тут самая жесткая проблема, это егошняя коробка передач. Не робот. Робот нормально, там все у него нормально. Хотя относительно, конечно. У него там есть сцепление, которое мы будем сейчас изучать, когда Миша снимет. Поэтому подписка, лайк, у кого такой вот Honda гибрид, обращайтесь. Миша сейчас будет профессионалом. Ну-ка покажи. А, вот сцена курения, блин. Сцены курения. Не курите, пацаны. Давай, меня, короче, на связи. Если меня не будет, сам снимай, окей? Потому что там подшипник какой-то дорогущий, и сцепление дорогущее. Прям жестко дорогущее. Никто не берется в городе. Есть там одни ребята, которые берутся, но они, ну, мягко говоря, цена. Короче, молчу. Ладно, не будем. Договорились, то что не будем, поэтому не будем. В общем, никто не берется, а мы взялись. Миша взялся, он ничего не боится. Тут недавно кое-что лежало интересное. Вон, только забрали. Короче, он все может, поэтому мы идем дальше.